Ребята, я пришла. Проблемой бездомных я уже занимаюсь почти 20 лет. Ко мне стали обращаться люди, те, которые остались на улице. И здесь мы нашли котельную разбитую. И вот по одному тех людей, которые остались на улице, я стала туда заводить. Знаешь что, я хотела с тобой поговорить, что тебе нужно восстановить свидетельство о рождении. Хорошо? Угу. Только ты мне не подводись, поедем, понятно. Все сделаем. Хорошо? Понятно. Ну вот. Нигма, ты ходил в Хукумат? Конечно, ходил. Какой там ответ тебе дали? Покажи. Дали мне, короче, конверт. И что там написано? А написано то, что... О, сейчас я вам покажу ее. И то, что прописка есть. Холод вода намечаема. Ну вот так вот. И даже временно ничего не было? Нет. Нужна постоянная прописка. Постоянная прописка. Нигма, давай хотя бы на первом уровне, давай мы займемся твоим паспортом. Хотя бы временно пропишем тебя, восстановим твой паспорт. С малых лет я был хулиганом. В школе почти не учился, можно даже так сказать. Потом попал в места лишения свободы, освободился, женился. Вот и как-то, я не знаю, у меня жизнь как-то все кувырком пошло. Жил на улице. Вот родительский дом они продали. Начал жить возле речки, в шалаше. Бездомным я уже почти 3 года. Потом встретил Бахри Алиевну. Она мне питанием помогала. Она постоянно что-то говорит, только не пей. Я спился. Потому что невозможно было спать, там комары, эти мухи летают, они кусаются. Это возле речки. И пришел такой момент, я похудел очень сильно. Через 2 или 3 дня она мне сказала, езжай туда, но сюда. Вот это все, то, что вот одеяло, вот, все это она мне подарила, вот чайники, вот телевизор. Все она, вот ей большое спасибо. می‌خواستم بفهمم که نتیجه مراجعات شما با مقامات دولتی برای دسترس کردن منزل اجتماعی به چه انجامیه؟ پس از قبول کودکسی منزلی نو ما وقتی که تشخیص کردیم دیدیم بسیار امتیازهای هستند برای گروه‌های علاهیده از جمله بهخانه‌ها. لیکن متأسفانه خود مفهوم بهخانه داده شدگی نیست. یا اینکه مسئله دسترسی به منزل اجتماعی همون رسمیاتش نوشته شدگی است. حتی برای اجرایش همین معیار منزل اجتماعی یک چند سندهای معیاری حقوقی نیز قبول شدند و همه آنها به فایده شهروند هستند. لیکن متأسفانه خود مفهوم منزل اجتماعی تا حال در کودکس منزل جای داده نشده است. طبق مراجعت به مقامات‌های دخلدار برای گرفتن منزل اجتماعی حتما باید که عریضه کتی پیشنهاد کنند. با عریضه نسخه شناسنامه باید ضمیمه گردد. لیکن متاسفانه به شخصانی که به گروه گیرندگان منزل اجتماعی داخل می شوند، شخصانی که بیخانه هستند و شناسنامه ندارند، همین گروه با مد نظر میمانند. یعنی که قانون امتیاز داده است، قانون حقوق داده است، لیکن در تجربه استفاده کرده نمی شود.
началась я в 2006-м, и я стала работать в по поиску пропавших людей. И куда бы я ни ходила, там говорят, а какую вы организацию представляете? И я была прям вынуждена открыть свою общественную организацию. Первая миссия нашей организации – это поиск пропавших людей. У меня хорошие отношения с программой «Жди меня». Мы много людей отсюда соединили, семьи. Почти я нашла больше 300 человек. Потом я узнала, что самое большое бедственное положение – это бездомные люди. Потому что они не включены ни в одну программу. Они остались за пределами всех государственных программ. Первая моя была задача – легализация. Я получила небольшой грант. Мы сделали мониторинг. Мы выявили этих людей, опросили их, узнали причину их бездомства. Почему они оказались на улице? Оказалось, что в основном это трудоспособные молодые мужчины. С пожилыми людьми, если они остались бездомными, с управлением социальной защиты мы договорились, что мы сразу их в дом престарелых. Мы оформляем документы и в дом престарелых. С пожилыми легко работать, и с детьми. Мы сразу их определяем в интернат или детмалютки. Садриддин Мухторович, можно к вам? Садриддин Мухторович, я пришла к вам проконсультироваться. Досок медицины. Опять прописка. Прописки нет, они их не принимают. Только оказывают скорую помощь. Положить в больницу тоже целая проблема. Мне приходится ехать, просить. Они умирают, потом похороны. На это тоже нужны деньги. Но я вам говорю, что у нас очень много благотворителей. У меня в Паньшамбе, если я иду, что мне нужно для похорон купить, мне многие дают бесплатно, зная кому. Вот они все. Вот сейчас добавляю сюда. Все это я делаю для того, что в стратегическом плане обязали статистику сделать список бездомных людей, посчитать их. Саламат, привет. Это я, Бахри Валиевна. Саламат, звоню тебе с большой просьбой. Нужна помощь ваша. Ребята, пойдемте. Идемте. Я вам деньги принесла. Ребята, сейчас мне поможете. На, один. О, это вообще ты красота моя. О, эту кофту оденешь и эту в угол. Так, ребята, теперь давайте помогите, занесем все. Одно из наших направлений работы нашей организации – это помощь бездомных людей. Мы в основном оказываем социальную помощь, психологическую, юридическую помощь. По возможности сопровождаем их медицинским услугам, по возможности трудоустройства. Вика, смотри, это люди специально для тебя сказали, там беременная. Вот эти все вещи, все сама видишь красивые. Берегите, в чистоте ходите. Хорошо. Многие из них больные, молодые. Там есть выпускники детских интернатов, есть депортированные мигранты. Я с ними постоянно поддерживаю связь. Если, например, там рейды милиции, я хожу туда, чтобы их не выгоняли. Потому что задерживают их, что у них нет прописки. Их штрафуют. А как они могут даже оплатить штраф, когда у них работы нет? Тоже не берут на работу, потому что часть из них бывшие осужденные. Женщины идут, убирают туалеты. Мужчины идут на Мадикор-базор, там работают. Мне 23 года. Мои проблемы в том, что я сейчас беременна на 4-м месяце уже. У меня дети умирали, у меня кровь была заражена. У меня сейчас планы есть, чтобы сделать метрики, паспорт сделать, получить обязательно хоть какое-то жилье от государства, где будет возможность ребенка воспитывать нормально. Я боюсь за ребенка. Мне каждый божий день, чем больше срок растет, у меня тем больше срок подходит к родам, мне страшно становится после того, как меня врачи напугали. Тетя Лариса, добрый вечер.
Надо будет завтра за свет заплатить. Хорошо? Ты Я- только приди, посмотри мне сколько, а то же я слепая, я же не вижу. Но я приду, почитаю вам, скажу, сколько вам. Я родилась здесь, в Таджикистане, в Курган-Чубе. В Харьковском политехническом институте я закончила промышленно-гражданское строительство, факультет, ну, по профессии инженер-строитель. Как я осталась без квартиры? Брат погиб, сестра уехала с мужем, уехали на постоянное место жительства в Израиль. Ну, потом мама заболела, сестра даже мне не сообщила, что мама умерла. И хотя завещание было от маминого имени на меня написано, да, ну, как получилось, сестра быстренько там подсуетились с мужем, продали и уехали опять в Израиль туда. Вот Бахри Валеевной мы знакомы 2004 года. Я к ней приходила, хотела найти сестру. Не потому, что я хотела квартиру, вот эти деньги, которые они продали за 120 тысяч долларов квартиру, я не хотела их назад забрать. Ну, бог с ним, ушли и ушли. Да. Я хотела знать, жива моя сестра, нет. Васатон кадом бай Гараж. гараж. Ай баешчи веранда тамчи. Анами верандая ози спорный чирасудас. Бараки танҷонес Не. Анамин ба ози қабила исудас. زیاده از 15 سال در همین سمت فعالیت میکنیم. رسوندن نیروی حقوقی به شهروندان اوید به حقوق به منزل. مسئله عملی گردانیدن نقشه گنرالی این مسئله نو نیست. یک 15 سال 20 سال اخیر همین اوج گرفته است. سال به سال دیگرگونی های نظررس هم وجود دارند. یعنی که بهبودی در این سمت. یعنی که اول مردم میکوچوندن مسئله پرابلمای ساختمان‌های خودسرانه بود. مسئله شهروندانی که منزل رو استفاده میکردن و لیکن سمت استفادهشون تحت وی بود بحث بود. میکوچوندن و دیگر مسئله که جبران ضرر میدادن، نه اینکه در هم پایجوی خونه برطرف شونده میدادن از کنج شهر منزل‌های دولتی و منزل‌های وجود بودن که امکان پذیر بود پیشنهاد کردن همچون جبرانی ضرر. از اون وقتی که سمت کوچونیش با سترکتور بیزنس سترکتور سپریدن برای بنیاد کردن منزل‌های نو طبق نقشه گنرالی و اینجا مناسبت شهروندان شرطنمایی شد با ساختمانچیان. بهتر بودن مناسبت با شرطنما در آن است که در شرطنما امکان پذیر است دو طرف صاحب ملک خانه برطرف شونده و ساختمانچی شرط‌های مانند که در قانون پیش بینی نشدن و یا لیکن برخلاف قانون نمی باشند. У меня один единственный сын. Конечно, ему порой не нравится, что я в основном где-то хожу. Я очень поздно домой прихожу, потому что, ну, оказываем помощь. Их еще, они мне какие-то свои проблемы. Я хожу в семьи их. Меня все называют мамой. Ну, видно, судьба у меня такая им помогать. Я никогда не пройду мимо бездомного. Я всегда его расспрошу, откуда ты, почему, где ты живешь. Но они в основном где? В разбитых гаражах. Потом они живут на кладбищах. Живут вот в недостроенных каких-то заброшенных строительных объектах.
Мы выявили, что есть такая категория, есть такие люди, которые остались без крова. Вот первое. Во-вторых, мы нашли, кто это, что за люди, какое у них гражданство, наличие документов. И самое главное, почему они остались на улице, почему. Я многих потеряла из-за этих строек. Они же жили в каких-то гаражах, в каких-то подвалах. И вот сейчас новое строительство. Я многих из них найти не могу. Они ушли куда-то. Это строительство, они, наоборот, их немножко отдалили. Я сейчас делаю мониторинг, в основном бездомные в крупных промышленных городах. Можно этих людей возвратить, но нужна им немножко поддержка со стороны близких, особенно от государства. Их надо подлечить немножко, их надо реабилитировать. Каждый из них хочет жить. И когда мы делали мониторинг, один был вопрос: а вам нравится эта жизнь? Никому не нравится. А вы хотите быть бездомными? Все сказали нет. От кого вы хотите помощь получить? От государства. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, чтобы нам оказали какую-то помощь. اینجا شهروندان کمتر اتفاق بودن که برای من خوب است. یک چند شهروند جمع شده پیشنهاد خودشان تعریف کردن. بیشتر یاری حقوقی پیشنهاد میکنیم یاری حقوقی اولین درجه است و بعضا حالت‌هایی هستند که شهروندان همین خیلی مراجعت میکنن حالی دامساز نزدشان نآمده است، حالا منزل استقامتی برطرف نشده است، میخوان که مشورت پیشکی گرفته تیاری بینند. بعداً حالت‌هایی هستند که مثلا شهروندان مراجعت میکنند در اونجا گویم با اون چیزی که از جانب دامساز پیشنهاد شدگی هست و یا راضی نیستند طلب زیاد میخوان. که وقتی ما میبینیم که از حد زیاد است باز مشورت میتیم، یعنی که بیشتری همین مراجعت ها وابسته به مبلغ جبرانی ضرر هست. شهروند زیادتر میخواد، دامساز چنین قدرتش پیشنهاد میکند و بعدا یک موافقه میآید. فقط گفتگی مسئله نسل صداقتی خانه تقسیمات میشدگی 10 تا اکانت خواهر اکانت داده همشان آمده رفتگی یک تا دادن رو موندگی. از بس که اکثری مراجعت کننده شخصان آسیب پذیر هستند و دسترسی به حقوق شناسان خیلی گران است برایشان. این یک سبب دیگر وقتی که ما تشکیلات جمعیتی هستیم در اساس گرانت ها کار و فعالیت میکنیم و نمون گیم پرداخت حق خدمت حقوق شناسا در اساس گرانت ها انجام میدهیم. لیکن متاسفانه از بس که حقوق‌های منزلی حقوق‌های اجتماعی هستند خیلی دشوار است که دونر دسترس کنیم یا که همون گرانت ها باشند، چون که اکثریت گرانت ها روانه شدن به حقوق‌های سیاسی. ما به حقوق‌های سیاسی کار و فعالیت نداریم، لیکن ناوابسته از زمین کوشش به خرج میدیم که همون مشورت های حقوقی رایگانی که حاضر ما پیشنهاد کرده میتونیم از همین دست نکشیم. بسیار وقت رو هفتاده میشویم. رو هفتاده از چی میشویم؟ از اونی که مثلا نمیتوانیم
пардохти ҳаққи хизматрасонии кормандонро кунем, чунки мо дар асоси грантҳо кор мекунем. ҳолатҳое ҳастанд ки масалан вақте мо мебинем ки ҳамин парванда ягон натиҷа доданаш хеле душвор аст, чунки ё муҳлати зиёд гузаштагӣ аст, ё ҳуҷҷатҳои дахлдор надоранд. вале вақте ки дар ҳамбастагӣ бо мақомотҳои давлатӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва суди кор ва фаъолият мекунем ва як натиҷаи хуб медиҳад, чунин парвандаҳо бисёр ҳастанд. Дар як сол накам аз 20-30 парванда мешавад. дар ин ҳолатҳо бо мо рӯҳбаланд мешавем, бо фикр мекунем ки кори мекардаи мо ба нафарон фоида меорад ва мо бояд ки идома диҳем.